Сегодня мы здесь для того, чтобы рассказать вам о двух новых системах отделки Пьетро Спаккато – колотого камня. Все обычным образом начинается с примус. Сейчас я вам покажу. Сейчас продолжим аппликации «Segui il tuo istinto» – «Следуй своему инстинкту». На данном этапе сможем продолжить с отделкой Пьетро Спаккато – колотого камня, как мы уже видели в других фильмах. Вот сейчас самое время для полировки. Добавим небольшую хитрость. Если вы хотите сделать полировку немного легче и мягче. Спрей. Распылите немного воды на хребты, и обработка станет более простой и мягкой. Другой важной целью применения этого спрея, в случае, если продукт срывается, будет достаточно намочить и протереть в противоположном направлении, и поверхность сразу выравнивается и становится красивой. Пока сохнет, начинают виднеться белые крапинки. Это как раз тот момент, чтобы хорошо спрессовать и получить блестящий вид поверхности. Вот теперь Пьетро Спаккато, колотый камень, высох и имеет свои сглаженные части и свои обработанные части. Здесь мы сможем развить особую отделку, усовершенствованную и даже немного изысканную. Все начинается с базы Gioia – радость, которую мы собираемся применить в 2 слоя. Наносим продукт, разбавленный до 30%, так как это упрощает процесс. Это легче, чем наносить в один проход. Поэтому мы предлагаем это решение. Можем продолжить. Уже достаточно красиво, но мы нанесем второй слой, который способствует приобретению нужного вида. Итак, этому Пьетро Спаккато, колотому камню, мы добавили компонент Gioia. На данном этапе он больше не впитывается, поэтому мы можем продолжить отделку особенным рисунком. Более простым с одной стороны, и креативным, и артистичным с другой, позволяя вам развить ваши идеи по поводу цвета, даже если на образце вы видите другие возможности по применению. Итак, начнем отсюда. Нанесем краску, серую, и продолжим заполнять ею прожилки. С помощью губки наносим цвет на неровности впадин. Также потом с помощью намоченной губки снимем все лишнее, что осталось на гладкой части. Таким образом мы приобрели глубину и заполненную цветом прожилку. Это было легко с серым цветом. Теперь мы имеем прожилку в колотом камне, мраморной плиты белого цвета и серую прожилку. Теперь перейдем к сложному, к прожилкам разного цвета. Тут вы можете проявить творчество, но мы даем вам точные указания. Сейчас мы вам покажем, как достичь данного результата. Так что давайте начнем с применения ржавчины, которая формирует фон для дальнейшей обработки, также разбавленной до 30%.
Ecco, adesso abbiamo questa bella vena marrone dorata. Вот теперь у нас есть эта красивая золотисто-коричневая прожилка в каменном сплите, что божественно. Мы собираемся нанести на прожилку немного черного цвета, и здесь необходимо иметь немного навыка, так что будьте внимательны. Мы добавляем цвет, а затем пройдемся влажной губкой, чтобы удалить его, и дать именно это чувство прожилки, которое проходит через стену. Какой вид! Эх, здесь мы вступили в мир искусства. И, как вы заметили, это не является невозможным. Требуется немного решительности, немного посвящения, и мы приобретаем прожилку действительно впечатляющую. Тем более, если у вас есть желание, чтобы создавать и экспериментировать. Вот простая, но очень изысканная отделка, а вот сложная и очень творческая. Оба эти процесса завершаются стеклом, которым мы всегда промачиваем губку, не разбавляя, если это продукт последнего года, или разбавляя, если производство прошлого года. На данном этапе эта стена закончена.